Позавчера из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей были отпущены 3 подростков, которые были задержаны на озере Чагатай при распитии спиртного. К сожалению, это не первый случай. Всего с начала купального сезона нами с озера Чагатай в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей доставлено 8 подростков за хулиганские действия, в том числе распитие спиртного. Кроме того, за совершение преступлений на озере Чагатай привлекаются 2 несовершеннолетних за угон и причинение вреда здоровью. Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Тандынский бьют тревогу. Подростки создают в соцсетях сообщества, где случайные знакомые договариваются о совместном отдыхе на озере Чагатай, нанимают газелистов, закупаются спиртными. Естественно, в состоянии опьянения ситуация выходит из-под контроля. Из-за безответственности взрослых, которые пустили на самотек летний отдых своих детей, в республике уже случились 2 непоправимые трагедии. Уважаемые родители и законные представители, на воде гибнут даже взрослые, не говоря о детях. Кроме того, участились случаи совершения противоправных деяний на территории водных объектов самими подростками. Во избежание непоправимого просим не оставлять своих детей без внимания. Последствия отдыха земляков на водах беспокоит также региональную госавтоинспекцию. С начала купального сезона на автодороге Кызыл-Эрзин дорожными полицейскими зафиксировано 8 учетных ДТП, в которых пострадало 15 человек, из них 3 погибли. В большинстве случаев зарегистрированы съезды с дорог – это 5 фактов, 2 опрокидывания и 1 наезд на пешехода. В 3 случаях граждане сели за руль в состоянии не только опьянения, но и будучи не имея права управления транспортным средством. В целом, в числе причин аварийности 4 факта управления в нетрезвом состоянии, 4 без прав, 1 управление в утомленном состоянии и 1 нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Остается актуальная проблема пренебрежения водителями и пассажирами ремней безопасности и детских удерживающих устройств, что напрямую повлияло на тяжесть последствий. В целях недопущения фактов управления транспортом несовершеннолетними контролируйте детей, проводите с ними профбеседы и ни в коем случае не оставляйте ключи в доступных местах. Пожалуй, с начала 21 века ни одно лето не обходилось без дорожно-транспортных происшествий с участием возвращающихся с купания людей. В течение 2 предыдущих лет, именно 18 июля, на автодороге Кызыл-Эрзин произошло 2 резонансных ДТП, в которых погибло 14 человек, из них 3 детей. В обоих случаях водители находились в состоянии опьянения после активного в кавычках отдыха на озере. Уважаемые земляки, прошу прислушаться к призывам госавтоинспекции и инспекторов по делам несовершеннолетних. Прервем череду бессмысленных потерь. Сайгын Бирбю, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, Тува 24.